Рабочая группа, созданная по распоряжению главы администрации Галского района Константина Пилия, начала прием деклараций о доходах и имуществе 2 января и завершила 15 апреля текущего года. В соответствии с законом Республики Абхазия о декларации доходов, расходов и имущественных обязательств всех должностных лиц и депутатов, у нас в районе декларации сдают, в принципе, все материально ответственные лица, которые непосредственно имеют отношение к структурным подразделениям всей администрации. Есть распоряжение главы администрации, которое издано в 2021 году, где указано, что все декларанты, которые обязаны сдавать декларации, должны предоставлять в канцелярию, в отдел кадров администрации до 15 апреля. Соответственно, после этого Управление по архитектуре, землепользования и права обрабатывает все эти декларации на соответствие должностных лиц, которые предоставили, кто не предоставил, и потом уже они поэтапно, частично вносятся в базу, то есть на сайте Министерства по налогам и сборам открыт доступ под определенным логином и паролем, и, соответственно, до определенного времени мы имеем возможность вносить туда все данные. Но есть некоторые говорят, почему так рано, там по закону нужно в августе, и до августа времени есть. Но у нас уже были прецеденты, когда люди даже в сентябре приносили декларации, но, к великому сожалению, после того, как мы уже вносим данные и база закрывается, у нас, у администрации, даже у работников налоговой службы нет доступа к этой программе, потому что меняются пароли и, соответственно, зайти на сайт, вносить какие-то изменения или добавлять декларантов в принципе невозможно. Декларации предоставляются государственными служащими и всеми должностными лицами в рамках законов о гражданской службе и о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Сведения подаются также в отношении членов семьи декларантов, супругов и детей. Как уточнил заместитель главы администрации Галского района Нарсол Джопуа, который возглавляет рабочую группу, в декларациях указываются данные за предшествующий год. Информация о доходах и расходах, о владении транспортом и недвижимостью, акциях и обязательствах имущественного характера. Все декларанты должны указывать доходы вне зависимости от их источников. То есть есть, допустим, если просто, например, взять сведения о доходах, есть вид дохода, доход на основном месте работы, доход от педагогической деятельности, от научной деятельности и так далее. То есть тут 8 пунктов, и, соответственно, в итоге нужно подытожить, о какой сумме идет ежегодно. То есть какую сумму человек в год зарабатывает. Соответственно, после этой декларации о доходах заполняется, на что этот человек потратил эти деньги. Соответственно, чтобы исключить какие-то коррупционные составляющие, в принципе, целью данного закона является о противодействии с коррупцией. Поэтому все графы заполняются вплоть до земельных участков, жилых домов, квартир, автотранспорта, дачи и так далее. Это все, что касается декларанта. Вообще можно ли сдавать декларации на бумажном носителе или это обязательно должно быть в электронной форме? Принципиального значения не имеет, потому что мы, в принципе, эти все данные потом передаем в цифровом виде на сайт налоговой службы. Декларации заполнили все бюджетные организации в Галском районе и унитарные предприятия, которые не относятся к бюджетной сфере, но при этом должны сдавать декларацию. Как отмечают члены рабочей группы, которая принимает декларации, следит за правильностью оформления и заполнения анкеты, проверять достоверность информации, содержащейся в декларации, будут уже в Министерстве по налогам и сборам Абхазии. После того, как декларант сдал декларацию, ни в коем случае изменения не вносятся. Если это не техническая ошибка какая-нибудь, условно, то изменениям не подлежат они. Естественно, те, которые не сдают или же отказываются сдавать, по ним принимаются кадровые решения. Таких случаев у нас, в принципе, пока еще не было, чтобы было принято, решение по кадровым вопросам в связи с несдачей или еще что-то. Но подобное имеет место быть, и оно будет, если данный факт состоится. После сдачи декларации проводится мониторинг, то есть идет анализ
Механизм реагирования – это сравнение, анализ и мониторинг. Если у чиновников в прошлом году было столько, а сегодня удвоилось, теперь создается вопрос, откуда? Откуда берется капитал, откуда взялись эти 2 машины и как взялась эта квартира? Условно, опять же. То есть механизм работы будет таким же. И потом уже будут определенные органы, которые для этого предназначены, выявлять, откуда у него появилась эта машина, почему и как он на это заработал, имея 200 тысяч в год, да? Машина стоит там условно 500 тысяч, квартира стоит 1 200 000, и тут на нем, во-первых, он сдает декларацию в 23-м, что это все приобретено, но в доходах не видно откуда. Тут целесообразен вопрос, как? Недоработки, конечно, есть, пробелы есть, но я думаю, что работу над этим нужно вести, просматривать, вводить какие-то, наверное, изменения. Я считаю, что это необходимо в целях борьбы с коррупцией. Но закон в полную силу не работает. При нарушении сроков подачи декларации или предоставления заведомо недостоверных сведений о доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера декларанты освобождаются от занимаемой должности действующим законодательством Республики Абхазия. Анжела Убилава, Тея Басария, Бату Библая, Гал Медиа.